Операция по освобождению Кудурского ущелья была одним из эпизодов пятидневной августовской войны 2008 года. Она была разработана и осуществлена абхазскими военными. Специалисты военного дела в один голос утверждают, что успех Кадурской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь. 12 августа 2008 года Абхазия начала операцию по вытеснению грузинских войск из Кудурского ущелья. В 6 часов утра подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление. До этого в течение 2 дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кудурского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил страны. В 9 часов утра штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара, в верхней части Кудурского ущелья. И уже буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли грузинские подразделения в кольцо. План по освобождению верхней части Кадурского ущелья был еще спланирован в 2000-е годы. И при первой же возможности, реальной возможности в 2008 году, в августе 2008 года, когда грузинские войска напали на Осетию, у нас появилась такая возможность. И мы в полном объеме использовали все те возможности, которые были. Хотелось бы отметить, что благодаря правильной, умелой, спланированной операции под руководством министра обороны генерала Кишмария, эта операция была проведена успешно. Пятидневная война в Южной Осетии имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. И как следствие, 26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Рената Шака, Алексей Агухова, Абхазское телевидение.